Сейчас некоторые из них усиленно готовятся в комнате ожидания. Это ребята, которым только предстоит пройти собеседование, состоящее из 4 заданий: чтения вслух, пересказа прочитанного текста с привлечением дополнительной информации, монолога на предложенную тему, а также диалога с собеседником-экзаменатором. Все тексты, которые предлагаются экзаменуемым, посвящены выдающимся личностям, таким как Юрий Гагарин и Николай Пирогов. На каждое задание отводится 2 минуты для подготовки. Оценивают ответ 2 филолога-экзаменатора. Оценка нашего экзамена – это система зачет, не зачет. Но хочу отметить, что в процессе собеседования у нас включена поточная аудиозапись. Ребенок максимально может набрать 19 баллов. Зачет может наш выпускник набрать только в том случае, если он наберет 10 и более баллов. Пока некоторые только ожидают своей очереди, кто-то уже успел пройти итоговое собеседование. Ибрагим Альсагов – один из экзаменуемых. Мальчик очень волновался перед тестированием, думал, что не справится с заданием. Но все оказалось гораздо проще, делится он. Был дан в начале текст, я его прочитал, понял, ознакомился, и это было очень легко, я думаю, я сдам по любому экзамену. О необходимости введения устной формы экзамена по русскому языку говорили давно, но презентация модели экзамена состоялась только в 2017 году. Так, в прошлом году прошла апробация, а уже с этого года итоговое собеседование является обязательным для всех девятиклассников. Поэтому они загодя подготовились, чтобы показать хороший результат. Подготовка была, так сказать, усиленная, готовились с учителем, занимались дополнительные занятия, оставались даже на 2-3 часа. На уроке все время тестировали, делали различные тесты, проводили. Также, когда узнали, что будут устные, начали сильную подготовку. Это нас заняло максимум 4 часа. Также мы дома самостоятельно в интернете смотрели тестовые задания, самостоятельно занимались. Впереди у ребят еще несколько экзаменов, которые пройдут весной этого года. ОГЭ по русскому языку, но уже в письменной форме, пройдет 29 мая. Это нелегкое испытание позволит желающим подать документы в учреждение среднего профессионального образования или продолжить обучение в школе. Тамара Хашагульгова, Зураб Гайтов, Новости 24.